В хадисе, нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «У кого нет стыда, у того нет и веры». В народной пословице говорится то же самое: у кого есть стыд, у того есть иман. Становится очевидным: стыд есть неотъемлемая часть имана. Но что такое стыд? Существует стыд, порожденный невежеством. Это схоже с застенчивостью ребенка, который стыдится вымолвить слово или подойти к незнакомому человеку, хотя никакой вины его ни перед кем нет. Не имея вины перед шариатом, перед собственной совестью, стыдиться того, чего не следует стыдиться, это верный признак глупости и низкородности. Истинный стыд – тот, который испытывают, совершив поступок, противный законам шариата, совести, человеческому достоинству. Такой стыд бывает двух видов. Один из них, когда стыдишься не за себя, а за провинность другого. Стыдишься, потому что сострадаешь человеку и думаешь: «Я прав, что стало с этим человеком? Почему он вдруг поступил так недостойно?» Краснеешь за него. Другой стыд вызван своей совестью, собственной провинностью перед шариатом, перед своей совестью и человечностью, допущенной по ошибке или случайному инстинкту. Может, никто кроме тебя и не знает о твоей провинности, но твой разум и естество терзаются, наказывают себя. Ты не находишь себе места, не можешь смотреть людям в глаза, мучаешься. Люди, способные переживать такой стыд, отказываются от еды, теряют сон. Случается, что в отчаянии они кончают жизнь самоубийством. Стыд – это человеческое достоинство, заставляющее внутри признать свою вину и вынести себе наказание. В такие часы и мысли в голову не идут, и слова как будто теряются. Некогда утереть слезы из глаз и влагу из носа. Человек уподобляется жалкому псу. Он не только не может смотреть людям в глаза, но и вообще ничего не видит. Тот, кто знает о таких терзаниях, вместо того, чтобы великодушно простить виновного и усиливает его страдания, лишен человечности и милосердия. Люди, которых я вижу сейчас, не стыдятся ничего и не умеют краснеть. «Я же признал свою вину. Чего еще?» — говорят они. Или оправдываются. «Ладно, я опозорился, но ведь и ты так поступаешь». Или говорят: «Вот такой-то и такой-то сделали то-то и то-то, но ходят по земле, как ни в чем не бывало. Я же по сравнению с ними, можно сказать, ничего плохого не совершил. К тому же у меня была причина так поступить». Вместо того, чтобы устыдиться содеянного, они обеляют себя. Как нам назвать такого? Человеком стыдливым или неведающим стыда? Назвать стыдливым не позволяют хадис и слова, сказанные мудрыми. Как нам понять, есть у этих людей иман или нет?